25 ноября – это 1002-й день аннексии Крыма. Добрый вечер. Вы смотрите «Заман». Сегодня в выпуске. Турецкая делегация не увидела нарушений прав в Крыму. Крымские татары здесь чувствуют себя очень нормально. Как мы видим, никаких притеснений вообще нет. Где Ирвин? Акция у российского посольства в Киеве. Этих людей не замечают. Минимум 15 людей на территории Крыма. Неизвестно, где сейчас находятся. Мусульмане просят прекратить бесчинство в Крыму. С просьбой, чтобы прекратилось произвол. В Крыму права крымских татар не нарушаются. Об этом заявил председатель так называемой турецкой делегации, которая на днях прибыла на оккупированный полуостров. Трехдневный визит турецких гостей активно освещают федеральные СМИ. Российские журналисты уже анонсируют предстоящую отмену турецких санкций в отношении Крыма. В Меджлисе отмечают, что в состав этой делегации не входят представители официальных властей Турции. Крымские татары здесь чувствуют себя очень нормально. Как мы видим, никаких притеснений вообще нет. Евпаторийские мусульмане просят главу оккупированного Крыма Аксенова прекратить бесчинство. В частности, в видеообращение записали прихожане мечети Хан-Джами, где 14 ноября ФСБ провела обыск. Имам Эльмар Абдулганиев сообщил, что его пытаются обвинить в хранении и распространении экстремистской литературы. Книги, которые якобы были здесь у нас найдены в мечети, книги экстремистского характера, были подкинуты определенными людьми, которые, по всей видимости, не хотят, чтобы у нас в Евпатории и в целом на Крымском полуострове царил мир, согласие. Мы просим руководство республики и руководство страны помочь нам в том, чтобы избежать всяких провокаций, всяких инсинуаций, чтобы оставили в покое, чтобы давали нам возможность и дальше продолжить свою работу, свое стремление к тому, чтобы был мир. Мы возмущены поступком определенных лиц. Что так произошло, это очень неприятно, поэтому мы обращаемся к руководству Крыма с просьбой, чтобы прекратилось произвол. Сына Мустафы Джемилева выпустили из тюрьмы. Забирать Хайсера приехали его адвокат, мать и жена. Адвокат Николай Полозов сообщил, что накануне Астраханский суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Джемилева-младшего. Это позволяет ему выезжать за пределы России. В 2013 году Хайсера Джемилева признали виновным в убийстве по неосторожности. Где Ирвин? С этим вопросом к российскому посольству в Киеве вышли активисты Крымсос. Они завязали глаза белыми лентами, демонстрируя, что оккупационные власти Крыма не хотят видеть исчезновение людей на полуострове. Они ничего не делают, чтобы найти и крымско-татарского активиста Ирвина Ибрагимова. Его похитили ровно полгода назад в Бахчисарае. О его судьбе сейчас ничего не известно. Активисты Крымсос собираются возле здания российского посольства в Киеве. В руках таблички с именами исчезнувших во время оккупации крымчан. Минимум 15 людей на территории Крыма. Неизвестно, где сейчас находятся. И общество, которое фактически является таким байдужем, да, к проблеме исчезновения на территории Крыма. Также не видит это государственные власти Украины. Чаще всего не видят международные наши партнеры. Активисты завязывают глаза белыми лентами. Они считают, так поступают оккупационные власти полуострова, делая вид, что нет массовых похищений. Никто не предпринимает никаких действий для их поиска. Все только говорят, а очень мало кто что делает. То, что вот надежда обнадеживали меня, вот действительно, человек не зря же говорит, надежда живет. Идет, какой-то луч хочет увидеть, а этого луча не видно. И все глубже, 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 и все темнее, темнее, темнее. На этом видео отец Ирвина Ибрагимова умер. Он рассказывает о своих надеждах. Его сына, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар, похитили полгода назад в Бахчисарае в ночь с 24 на 25 мая. Кадры с похищением облетели весь мир. Целых полгода непонятно, где он, что с ним. Это ужасно для родственников, для всех нас, для всего крымско-татарского народа, для всех неравнодушных людей. К расследованию дела о похищении Ирвина Ибрагимова подключилась рабочая группа по насильственным похищениям при ООН, но результата пока нет. Они
проинформировали нас о том, что они рассматривали дело Эрвина и будут его рассматривать. Просили больше информации, информировали нас о том, что они отправили также запрос в Российскую Федерацию, чтобы получить разъяснение. Участники акции пообещали собраться здесь через месяц. Они будут это делать до тех пор, пока не станет известно обо всех исчезнувших в Крыму. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Тех, кого не удалось завербовать в оккупированном Крыму, записывают в украинские диверсанты. Об этом сообщают в службе безопасности Украины. Последнее задержание такого разведчика состоялось вчера в оккупированном Севастополе. Им стал бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко. Всі ті голосні затримання, про які рапортує російське ФСБ з Криму, насправді це просто невдалі спроби вербовок громадян України. Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока страна-агрессор не покинет Крым и не выполнит все условия Минских соглашений. Об этом заявил Петр Порошенко во время 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Президент выразил надежду, что лидеры ЕС в декабре продлят санкции. Кроме того, на саммите обсудили программы реформ и борьбу с коррупцией в Украине, а также либерализацию визового режима для Украины. Вдячний за одностайну підтримку країнами-членами Європейського Союзу проекту резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй по ситуації з правами людини в Криму. В такий спосіб ми поступово закладаємо підвалини деокупації півострова. Важливе підтвердження нашої спільної позиції в цьому питанні – відмова Європейського Союзу визнавати незаконні вибори, яка окупаційна влада провела в Криму, і введення санкцій проти так званих членів Російської Думи, обраних в Крыму. Кроме того, в Брюсселе президент Украины сообщил о переговорах с новоизбранным президентом Соединенных Штатов. В частности, Порошенко по телефону обсудил с Дональдом Трампом вопрос о российской аннексии Крыма и агрессию на востоке Украины. Скайп-допрос беглого президента Украины не состоялся. Виктор Янукович проходит свидетелем в деле о расстреле 48 активистов на Евромайдане. Из-за того, что в суд не привезли подсудимых экс-беркутовцев, заседание перенесли. Янукович назвал это преднамеренной провокацией. Больше знает Наталья Калинка. В Святошинском райсуде давка. Такой ажиотаж у журналистов вызвал допрос Януковича. До начала заседания больше часа, но в зале некуда яблоку упасть. Поэтому для журналистов оборудовали другое помещение. Заседание должно начаться в час, однако в коридоре говорят, его могут перенести. Выезд автозаков с экс-беркутовцами Лукьяновского СИЗО заблокировали активисты правого сектора. У нас є інформація, що має бути суд над тими беркутами, які на Майдані стріляли людей. І на суді їх мають відпустити. Тому ми не дамо їм зараз виїхати з СІЗО, щоб вони не попали в суд, щоб нам їх не відпустили. Що, можливо, він може таке щось сказати, що комусь не дуже потрібно. Якісь будуть йому поставлені питання, які будуть не дуже удобні для нашої нинішньої влади. Суд все же начинается. На экране монитора в ростовском суде Виктор Янукович и его адвокат. В режиме онлайн обсуждают возможность перенести заседание. Янукович собирается сделать заявление. Я хотів би зробити коротку таку заяву, що... Віктор Федорович, я вибачаюся, я вимушений вас перебити, оскільки ми лише єдине питання про вашу можливість прибуття на дату, яка була зазначена. Запланированный скайп-допрос Виктора Януковича так и не состоялся. В суд не смогли доставить задержанных экс-беркутовцев. Адвокат беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Евромайдане, и прокурор уверяют, в срыве допроса в экс-президента Виктора Януковича не заинтересованы. Їх навіть не готували до доправлення сьогодні до суду. СІЗО було заблоковано, разом з тим інші автозаки виїжджали. Ну, стороні захисту це точно не потрібно, тому що це була наша ініціатива допитувати Януковича. В наших інтересах, щоб допит, якщо вже є ухвала суду, про те, щоб він був проведений, щоб він відбувся повноцінно. Следующее заседание по делу о преступлениях на Майдане перенесли на 28 ноября. Янукович пообещал, в понедельник придет. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
27 ноября в Киеве состоится концерт «Ватан Сеса». В нем примут участие крымско-татарские артисты, которые приедут из Крыма, и те, кто переехал на материковую часть Украины после аннексии. Также ожидается выступление лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рифата Чубарова. В завершении концерта выступит победительница Евровидения 2016, народная артистка Украины Джамала. Произойдет грандиозный концерт, незабываемое шоу. Первый крымско-татарский концерт в Киеве такого уровня. Готовимся все очень серьезно. Если у вас не получится приехать на концерт, слушайте шоу «Утреннее Туршу-шоу». Все эти звезды, которые приедут и будут участвовать в концерте, дадут интервью для вас, дорогие друзья, на радио Мейдан. На этом пока все. Хороших вам выходных. Всего доброго.